Дагмара, добрый день, вас приветствую, Маша Йова. Да, Маша, добрый день. Дагмара, расскажите про туризм, как он развивается в Чеченской Республике? Ну, если несколько лет назад элементарно было очень сложно говорить простому обывателю, представлять то, что в республике есть такое направление, да, для нас туризм, в принципе, в масштабах мировых, это в образе возникает такой человек с чемоданом, с картой, который знает или либо в идеале не знает свой маршрут, он строит его сам, то для Чеченской Республики казалось очень долгое время, что мы находимся на такой вот, являемся красной зоной на политической, туристической карте мира. И, конечно, ситуация немножко вот виделась не в таких радужных красках, какими сейчас можно описать состояние дел в плане туризма в регионе. И на сегодняшний день я могу сказать о том, что в нашей республике развиваются практически все направления туризма, за исключением круизного. Ну, понятно, по каким причинам его у нас нет. И если говорить о том, какой путь пройден с момента формирования и появление профильного ведомства, это был комитет правительства Чеченской Республики по туризму в 2013 году, указом главы сформированный. Именно с этого момента у нас начинается какая-то статистика, мы начинаем разрабатывать экскурсионные маршруты, появляется направление, которое непосредственно призвано развивать туризм в регионе. И если так вот тезисно, элементарно пройтись по тому пути, который пройден за эти 10 лет, можно уверенностью сказать то, что работа, которая была проделана, это действительно такой титанический труд. Он дал свои плоды, и ощутили мы то, что вот действительно все это сработало, когда наступил период пандемии. Это было очень такое хорошее испытание, потому что очень много таких вот гигантов, таких вот акул в мире туризма, они просто не выстояли этот период. Очень много тех регионов, которые потеряли свои позиции в плане топ-регионов, рекомендуемых к посещению именно россиянами, а в России очень требовательный турист. Это нужно признать, потому что люди научились отдыхать, культура туризма и отдыха, она развивается. И мы для себя, когда вот увидели эту статистику, что Чеченская Республика осталась в рейтинге топ-10 регионов, рекомендуемых как раз-таки россиянами к посещению. И в период пандемии не прекращалась работа, то есть мы перешли в такой онлайн-формат этой работы, то есть это были какие-то презентации, это были именно такие вот онлайн-беседы, это были какие-то конференции, посещаемые нами, то есть мы росли всячески, мы не теряли это время, и на сегодняшний день на территории Чеченской Республики свыше 160 маршрутов. Первый туристский такой туроператор «Визит Чечня» появился на рынке, на таком вот, скажем так, представителем Чеченской Республики в мире туризма, который работает под брендом «Визит Чечня». И на сегодняшний день мы можем говорить о том, что практически в каждый отдаленный участок Чеченской Республики пролегает тот или иной маршрут. Мы можем говорить о том, что в Чеченской Республике есть целая гильдия гидов, которые достойно презентуют наш регион, именно по-другому и не назовешь то, чем они занимаются, потому что это те люди, которые, скажем так, формируют положительный образ региона, когда человек все-таки приехал в республику, ему нужно донести, что такое Чеченская Республика и кто такие чеченцы. Вот именно эта команда ребят, которые делают это, они люди, которые умеют держать удар, это люди, которые могут дать такую вот обоснованную, достоверную информацию. И вы также обучаете их гидов? Да, безусловно, с ними тоже ведется отдельное направление, то есть я являюсь куратором туристской экскурсионной деятельности в республике, и мы постоянно проводим обучающие семинары для этих гидов. Мы вывозим их, это бывает с целью методической помощи по тем же маршрутам, известным, малоизвестным, с историками, археологами. Мы выезжаем по местам, чтобы на месте дать им ту информацию, чтобы у них было соотношение аудирования и картинки, то есть визуализации, когда они ведут людей. И согласно постановлению правительства, до 1 июля текущего года обязательно к прохождению такой вот аккредитации гидов, для того, чтобы мы понимали, чтобы вот этот, скажем так, тот контингент людей, которые ведут, которые вот эту работу делают, чтобы они были квалифицированы. И буквально вот до встречи с вами мы проводили такой вот
практическую часть данной аккредитации. Мы успешно аккредитовали, это первые аккредитованные 6 человек в нашей республике, гиды, и мы можем с уверенностью сказать, что тот уровень гидов-экскурсоводов, который на сегодняшний день есть в Чеченской республике, и это не просто слова, потому что я проводила такое аудирование, проводила среди тех, кто работает в других регионах, слышала, как они работают, по отзывам. Я могу с гордостью сказать, что наши гиды действительно среди субъектов Северного Кавказа уж точно они самые лучшие. То есть, если говорить в целом, что происходит в туризме в Чеченской Республике на сегодняшний день, то мы развиваемся практически по всем направлениям. У нас есть необходимое количество экскурсоводов, которые готовы принять тот поток, ожидаемый на майские праздники, это на новогодние праздники. То есть это такие вот моменты, когда бывает просто, скажем так, такая хорошая проверка на готовность, когда бывают действительно очень большие потоки в нашу республику. Следует также отметить, что в плане КСР, то есть коллективных средств размещения в Чеченской Республике, количество там койко-мест свыше 2500, отелей самых разных, самой разной звездности. Вот. И в этом плане, учитывая то, что мы, в принципе-то, взяли курс на развитие туризма, те же самые отели, рестораны, они у нас начали появляться не так давно, если так посудить. То есть тоже 2010 год, 2012 год, когда мы вот начали переходить вот в эту стадию, да, мы восстановились хоть как-то, да, и уже начали появляться какие-то рестораны, люди стали присматриваться. Я думаю, что это очень хороший показатель. Ну, зная политику нашего главы, для которого дальше больше, я уверена, что буквально еще через 10 лет мы будем находиться в топе, в первых позициях, в принципе, мне кажется, по Российской Федерации. Я больше чем в этом уверена. За 10 лет, получается, нам есть чем гордиться, и туризм хорошо развивается. Безусловно, потому что действительно самым сложным, наверное, в этом плане, это было даже не то, что в республике нужно было приводить инфраструктуру в порядок для того, чтобы иметь возможность технически принимать этих людей. В первую очередь, самым сложным было на этом пути это формирование положительного имиджа Чеченской Республики, потому что, как мы называем в туризме, вот этот лохматый стереотип, ну, сидящий у людей в головах до сих пор в сознании, вот сложнее было всего вот работать с этим. И множество таких рекламных щитов, билбордов во всех регионах России, с которыми мы работаем, то есть вот эта реклама, она тоже имеет не последнее место в нашей работе. То есть у нас был даже такой слоган: не ломайте голову, ломайте стереотипы. И действительно, да, я могу сказать, что республика в целях популяризации наших объектов культуры и туризма принимает участие во всех мировых выставках. То есть это действительно очень большая работа, но тем не менее самую такую хорошую статистику в плане того, насколько это работает и насколько в последующем есть такая вот политика, что человек действительно приехал, это, ну, такая вот цыганская почта. Потому что мы для себя уже четко уяснили эту статистику, что за каждым одним человеком, который приехал в республику, приезжает как минимум 4. То есть вот человек это приехал. Уже положительные отзывы. Абсолютно, да, то есть это работает. А какое направление самое популярное среди туристов? Ну, вообще, если брать в среднем мировую статистику, я сначала рассматриваю то, что происходит в мире, а потом уже стараюсь рассмотреть более локально. Вообще в мире всегда на первом месте стоит культурно-познавательный туризм с целью получения информации, когда человек выезжает. И, конечно, это с целью отдыха, то есть рекреационный туризм с целью, там, не знаю, поправить здоровье. В нашей республике на сегодняшний день, с момента вот зарождения первых вот этих экскурсионных маршрутов, в принципе, всегда в топе стоит культурно-познавательный туризм. То есть людям интересно это обычаи, это традиции, нравы, как живут, это быт, посмотреть, побывать на чеченской свадьбе для простого обывателя, это просто сродни какому-то открытию, для них это такая экзотика. И вот это направление, и, безусловно, если отбросить какую-то путевую информацию, которую они получают, фактическая информация об объектах по маршруту, если все это отбросить, потому что это они могут и загуглить, согласитесь, век высоких технологий, те же 3D-экскурсии, совершенно спокойно человек может увидеть и представить свою картину. Для человека очень важно для себя, внутри себя сломать вот этот стереотип, вот эти сомнения, которые сидят, все-таки они есть, и пообщаться вживую. Вот когда они идут по проспекту, ты идешь с огромной экскурсионной вот этой вот группой, и они видят, как мимо идущая молодежь приветствует, они видят, как им сигналят машины, и я им объясняю, что это просто люди радуются, когда видят гостей, потому что для нас это очень большой показатель. И мы все с вами знаем, как говорится в нашей религии, да и
в наших адатах, что если на пороге дома длительное время не появляется гость, значит, жители чем-то прогневали Всевышнего. То есть гость – это баракат для нас, это благодать, и я им об этом рассказываю. И рассказывают мои коллеги. Прелесть не в том, что туризм вообще в мировой экономике занимает второе место после нефтедобычи и нефтепереработки. Мне кажется, наверное, самое такое здоровское во всем том, что мы делаем, это то, что тот путь, который прошел наш народ, тот период истории, потому что каждые 50 лет что какая-то трагедия разворачивалась, чтобы люди понимали, что чеченцы – это не завоеватели, что это абсолютно такой мирный народ, который готов постоять за свою честь, готов постоять там за брата, за сестру. Это народ, который растит героев, это земля героев. И чтобы люди знали об этом, чтобы вот тот образ, который, да, про нас вот бытует, к сожалению, чтобы люди понимали, что мы обычные, нам, в принципе, как и простому человеку, ничего такого для счастья не нужно. И когда ты можешь донести до этих людей, ты рассказываешь про тех славных сынов, дочерей нашего народа, которые нам есть кем гордиться на самом деле. И рассказываешь про жизнедеятельность нашего первого президента Далгазу Скобалдольсен, что тот путь, который он прошел, и то, что происходило в этой республике, это не был выбор народа. То есть это просто, это шла борьба на выживание целого народа. И когда ты про это рассказываешь, для меня очень важно, и я всматриваюсь в лицо каждого из тех, кто присутствует при этом, я вижу буквально, как эти люди... Вот этот их взгляд, который на тебе изначально такой, ну, они тебя рассматривают еще, присматриваются к тебе. И я вижу, что в конце программы, когда я с ними прощаюсь, я всегда стараюсь это делать словами, что после этой поездки, что у вас со словом «Чеченская республика», или как нас называют, Чечня, не люблю это выражение, не будут ассоциироваться со страшными картинками из новостных сюжетов, там, из поисковиков в Гугле, а то, что увидите, что это красивый город, это красивые люди, улыбчивые, доброжелательные, которые никогда не пройдут мимо чужой беды, вопреки тому, что сейчас происходит в 21 веке, когда люди просто мимо проходят, человек лежит ему плохо, а просто взглядом даже не поведут. И если я смогла вам это хотя бы тут чуточку донести, я считаю, что мой день не был прожит зря. И вот эти овации, каждый из них подходит и говорит о том, что мне было очень стыдно, мне теперь стыдно за то мнение, которое я у себя в голове вез в эту республику, и мы обязательно вернемся. И потом, когда уже ты приезжаешь домой, у тебя в WhatsApp начинают вот приходить эти сообщения со словами благодарности, кто-то тебя там тайно фоткал, видимо, то, чтобы как-то потом присмотреться, и говорят о том, что вы очень такой достойный, благородный народ. Для меня это важнее всего. Я уверена, что для руководства нашей республики сама цель не то, чтобы вот туризм, чтобы вот людям показать, да, все эти, это чтобы донести, больше донести, кто мы такие. Потому что действительно я считаю, что нам есть чем гордиться и нам есть на кого равняться. Какие услуги входят в туристический тур? Ну, в турпакет обычно, так как мы его называем в индустрии туризма, это так называемый турпродукт, в целом туда может входить несколько таких вот позиций, то есть это проживание, это питание, это экскурсионные услуги, что под собой подразумевается услуги экскурсовода, это трансфер, то есть транспорт, могут входить входные билеты, то есть на какие-то объекты, могут не входить. В плане питания тоже это может быть либо полупансион, либо полный пансион, то есть как бы завтраки, вообще в индустрии туризма принято так, что завтраки входят в стоимость при бронировании отеля. По желанию, то есть клиента на стадии формирования его заявки, менеджер по въездному туризму, он задает ему несколько таких вот контрольных вопросов, чтобы понимать, что для него будет в приоритете. То есть бывает такая категория путешественников, которые не стремятся к каким-то благам цивилизации, то есть они переночевали, главное, чтобы было чистенько. Утром они с рюкзаком выехали в горы, и там у них либо какой-то сухпайок, ланчбокс они берут с собой, либо же просто там разбивают палатку и остаются наедине с природой. Вот. В последнее время, наверное, все-таки, и опять-таки повторюсь, со времен пандемии стало очень популярно именно такое направление, когда люди стремятся по максимуму использовать свое время, не стремятся к каким-то, скажем так, роскошным условиям. Многие
ну, на моей практике скажу, что многие предпочитают даже какие-то, ну, хостелы. Слава богу, у нас они тоже есть. Бывает так, что мы разрабатываем такое для себя, чтобы понимать средний чек туриста, который пользуется такими, ну, совершенно стандартными базовыми услугами, входящими в тот же самый турпакет. То есть это проживание, это услуги экскурсовода, потому что без экскурсовода как-то самостоятельно это немножко не то. И на сегодняшний день средний чек туриста в республике по состоянию на конец прошлого года проживание, 2 пансиона, питание, экскурсионные услуги трансфера составляют 6300 рублей в сутки. То есть это ценник для сравнения в сравнении с сопредельными регионами, да, если брать во внимание тот же СКФО, то этот ценник, он ниже даже на 15%. То есть, в принципе, у нас очень конкурентоспособный ценник, и, наверное, все-таки это тоже обусловлено тем, что мы наблюдаем вот такой вот рост в плане потоков. Если у вас статистика, вот сколько туристов посещают нашу республику в год, с каких они стран или городов? Ну, так уж повелось, что статистика посещаемости за каждый предыдущий год нам данные представляются Чеченстатом, которые появляются, к сожалению, только в июле следующего года. Но могу сказать, что по тенденции всех вот этих лет, что в среднем поток в республику увеличивается ежегодно на 30% в сравнении с предыдущим годом. То есть это вообще у нас сейчас такая цель, и, как говорит Муслим Батырханович, мы для себя пока поставили планку 1 миллион человек в год. Мы к этому движемся, и вот та статистика, которая есть, там каждый год мы ее наблюдаем. И даже вот после пандемии мы прям вот для себя, для нас это было настолько такое открытие, что для нас было очень приятно, что действительно потоки, они ждали, пока откроются границы Чеченской Республики, и действительно вот этот поток, он прям влился в регион. Поэтому в среднем плюс 30% каждый год этот прирост есть. Я думаю, что учитывая то, что происходит в регионе, то, какие объекты открываются, то, как наша инфраструктура, она растет с каждым годом. И, наверное, все-таки я хотела бы отметить самый важный фактор, который этому способствует, это политика главы на политической мировой арене. Потому что глава республики, он действительно имеет такой тотальный авторитет, и люди, которые приезжают в Чеченскую республику, они больше руководствуются именно тем, что едут в республику, поскольку вот едут на малую родину главы республики. И действительно вот этот его статус и вот этот рейтинг, который у него сейчас есть, действительно, это, ну, я не знаю, наверное, в те минуты, когда вот перед тобой стоит человек, вот тут ты с виду и не скажешь, и говорит о том, что какой ваш глава молодец, и каждый приезжающий сюда мечтает, чтобы в их регионе это был глава, а не здесь. Уровень, конечно, гордости в этот момент зашкаливает невероятно. Ну и последний вопрос. Какое впечатление вызывает Чеченская Республика у туристов? Обычно мне часто задают этот вопрос во время интервью. Какой самый запоминающийся момент, самые такие вот те минуты или какие-то обстоятельства, которые запомнились. Работаю я в этом направлении уже без малого 10 лет, и туристы разные были, и экскурсантов было много. Но я могу сказать то, что для меня самым таким ключевым, наверное, в моей практике, это был момент, когда вот несколько человек, с которыми я вела экскурсию, это люди, которые потом переехали в республику. То есть настолько на них простая экскурсия там, длительностью в 3 часа вызвала такой вот эффект, как говорят в современном мире, вот такой вау-эффект, что эти люди переехали. И переехали не просто так. Вот эти вот 3 случая в моей практике, когда после посещения республики очень много вопросов бывает касательно религиозного плана. То есть про религию, про ислам очень много вопросов. И когда ты слышишь такой вопрос, который для тебя является тоже таким вот очень важным, и очень важно правильно ответить, как в принципе на все вопросы, были вот эти случаи, 3 случая, когда после отъезда через какое-то время люди начинали писать. То есть я никогда не ленюсь делиться контактами. Я знаю, что эти вопросы будут, когда человек уезжает, у него начинает какое-то переосмысление. И все 3 этих случая завершились тем, что эти люди не просто переехали, они сначала приехали в республику
задавали вопросы, я старалась на них отвечать, и приезжали в республику, просто утром телефонный звонок раздавался, и меня просили помочь, я в Грозном, я хочу принять ислам. То есть это настолько такое тотальное изменение в жизни у человека происходит. Безусловно, я бы хотела, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо Аллах Рейсхуль, нашему духовному управлению мусульман Чеченской Республики, потому что в какой бы день я туда ни пришла, и у нас был такой случай, когда это был выходной день, Салах убегал по делам, я видела, что он действительно очень спешит, но он развернулся, я приходила туда с молодым человеком из Казахстана, который прилетел сюда специально за этой целью, он развернулся, провел нас в этот зал лично, помог молодому человеку прийти в ислам, произнести священную шахаду, спросил, как его зовут, а у молодого человека не было имени, которое он себе выбрал. Он ответил, что его зовут Роман, и он сказал, вас будут звать Рамзан, вот теперь вас зовут Рамзан, и я вас поздравляю. То есть это вот очень важно, когда ты в этой работе, ты никогда не можешь чего-то сделать сам. Очень сильно ошибается человек, который думает, что обойдется без других. Нет. И я хочу выразить огромную благодарность всем нашим органам исполнительной власти, всем тем, кто всячески с нами готов вот разделить этот путь, к которому мы можем обратиться и готовы всегда прийти на помощь. Это очень важно для нас, потому что туризм — это не просто ты прошелся по маршруту или там по тропинке прогулялся. Нет, это в первую очередь это культура, это люди, это когда ты выезжаешь, ты звонишь там в плане ГИБДД, если сопровождает какую-то делегацию, это на местах какие-то. И вот эти вот самые запоминающиеся моменты, это когда вот 3 вот этих случая, не просто люди тебя послушали, поняли, приняли к сведению, а просто вот действительно настолько влюбились в регион, что решили даже переехать и поменять, и прийти в ислам. Для меня это действительно были такие моменты, которые, наверное, вряд ли я забуду. И есть ли какое-нибудь пожелание для нашего народа? В первую очередь, обращаясь к нашим жителям, к жителям Чеченской Республики, я бы хотела сказать о том, что очень часто принято уезжать за красотой, за отдыхом, за моря, за океаны, пытаться найти вот это вот уют и так далее. Я ни в коем случае не осуждаю, я все это понимаю, потому что но в первую очередь я бы хотела их убедить в том, что для людей, которые до сих пор не были нигде из того, что у нас есть в республике, не поленитесь поехать на тот же Кизиной, не поленитесь выехать в живописный Биной, потому что Всевышний настолько красивым создал нашу природу и наш край, и, наверное, все-таки я немножко не понимаю тех людей, которые могут перешагнуть через то, что расположено буквально в 100 километрах от дома, и улететь там, не знаю, чуть ли за 1500 километров на самолете. Хотя бы ради того, что наши предки жили на этой земле, мы должны знать ее, мы должны знать историю, мы должны знать места, потому что это край, который выстрадал право, чтобы его любили и им восхищались. Да, возможно, я не буду лукавить, и мы все прекрасно понимаем, что, как, наверное, и во всех каких-то вот локациях по всему миру, у нас, возможно, могут быть какие-то погрешности в обслуживании, там, в сервисе, но давайте все-таки говорить на чистоту в том же раскрученном другом вот, да, вот направлении, которое все привыкли летать, в том же 5-звездочном отеле не всегда все роскошно, не всегда все окей. Поэтому путешествуйте по Чеченской Республике, старайтесь познавать историю своего родного края. И, как говорится, у нас есть такой слоган «Добро пожаловать на землю героев». Я думаю, что действительно это очень хороший слоган, к которому есть смысл прислушаться. Гульпара, спасибо вам за вашу познавательную беседу, спасибо вам за вашу работу и что вы нашли время для нашей с вами беседы. Аллах рейс,